За 5 лет в общих доходах населения доля трудовых доходов сократилась с 80 до 67%, а социальных трансфертов выросла с 17 до 29%. Речь идет о комиссиях и тарифах различных посредников, монопольных операторов, ненужных агентов. Эту проблему знаете. Но вопрос, кто платит за их услуги? Конечно, потребитель платит. И виной тому принятые законы и постановления. То есть в основе лежат нормативно-правовые акты, при принятии которых госорганы зачастую руководствовались интересами отдельных компаний, а не интересами общества. Средства, которые казахстанцы могли бы тратить на себя, утекают в карманы этих компаний. Поэтому правительству поручается обратить самое серьезное внимание на данную проблему и совместно с Палатой Атамекен разобраться по каждой такой ситуации и предложить конкретные решения для их исправления. Доля малых компаний в структуре отечественного бизнеса сегодня составляет более 90%. При реформировании Палаты следует сфокусировать ее функционал именно на поддержке, защите и развитии малого бизнеса. При этом малый бизнес следует освободить от обязательных членских взносов. Это как бы само собой разумеющееся. Поэтому важно своевременно перейти от контрольно-регулятивных мер в пользу системно-отраслевых мер. Далее. Национальный банк должен проводить независимую и адекватную денежно-кредитную политику для достижения целевого коридора инфляции 4,6% в 2022 году и 3,4% в 2025 году. Нельзя также забывать о кредитовании реальной экономики. С 2017 года реализуется программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора. На покрытие убытков по проблемным займам банкам выделено порядка 700 миллиардов тенге. Однако должного встречного движения в части повышения объемов и доступности кредитов не наблюдается. Старая проблема, каждый раз об этом говорим. Профицит высоколиквидных активов банков растет. Знаем эту проблему, знаем название этих банков. Сегодня профицит составляет почти 12 триллионов тенге. Эти средства должны работать на экономику, в том числе на развитие адекватных условиях бизнеса и ипотечного рынка. Предстоит создать регуляторные механизмы, при которых банки будут стремиться кредитовать эффективные проекты. Это задача нового руководителя Национального банка и агентства по финрегулированию. И это несмотря на внушительный пакет налогового стимулирования почти в 500 триллиона тенге. Что мы получаем в итоге? За последние 3 года объем произведенных товаров не превышает 1,5% от ВВП, а доля их экспорта и вовсе составляет 0,1% от общестранового. Каждый потраченный тенге должен давать социально-экономическую отдачу как на уровне отрасли, так и в масштабах страны. Для этого должна быть четкая система оценки. Однако правительство уже более 2 лет не может нормально организовать эту работу. До сих пор не сформирована соответствующая методология. Поручаю Министерству финансов, Агентству по стратегическому планированию совместно со Счетным комитетом в 2-месячный срок разработать методику анализа социально-экономического эффекта государственных расходов. Слепое следование формальным правилам и процедурам ведет к тому, что процесс давлеет над результатом. Многие годы даются необходимые поручения, эксперты вырабатывают какие-то рекомендации. Но все это тонет в бюрократическом болоте, саботируется замшелой кастой ретроградов. Поэтому решительной реформы бюджетного планирования так и не произошло. Это как понимать? Неспособность работать по-новому или боязнь потерять рычаги влияния на министерства и акиматы, которые сейчас вынуждены ходить к ним на поклон. Поэтому я даю месяц на выработку сбалансированного решения в русле цифровизации. Я подчеркиваю, в русле цифровизации. Здесь без нее нам очень трудно надеяться на какие-либо положительные результаты. По итогам доложите в правительство и администрацию. В условиях жесткой мировой конкуренции за капитал наша инвестиционная политика должна стать максимально эффективной. В прошлом году внедрен новый инструмент поддержки инвесторов – стратегическое инвестиционное соглашение. Определен перечень из 70 потенциальных стратегических соглашений. Однако на сегодня подписано только одно соглашение. В результате не растет объем иностранных инвестиций. Правительством сформированы 2 пула инвестиционных проектов. Один состоит из 450 проектов, другой из 3000. Планы хорошие. Но из-за отсутствия должного контроля и бюрократической волокиты реализация этих проектов остается на бумаге.
Поэтому поручаю правительству определить единый пул инвестиционных проектов, сделать его публичным, в том числе для общественного мониторинга реализации проектов. Правительству и счетному комитету при методологической поддержке следует наладить систему учета таких рабочих мест. Отдельно хочу остановиться на необходимости дальнейшего повышения бюджетной независимости акимов всех уровней. Ситуация, когда 82% регионов дотационные, неправильная. Это особенности нашей методологии межбюджетных отношений. Акимы постоянно обивают пороги министерств, выпрашивая трансферты общего характера и целевые. Кроме того, многие расходные инициативы центрального уровня решаются в ключе «перекинем на местный бюджет», а акимы разберутся. Сейчас уже так работать нельзя. Еще один актуальный вопрос. В социальных сетях постоянно муссируется информация, что большинство казахстанских автомобилей якобы приходят практически в готовом виде, как говорится, остается лишь прикрутить колеса. Здесь видится значительная доля преувеличения, причем цель понятная. Во всяком случае надо выяснить, насколько такие утверждения соответствуют реальности. После этого следует принять меры. По Утильсбору мы приняли решение, все средства будут поступать государству. Теперь необходимо определиться с размером ставок. Рабочая группа активно обсуждает данный вопрос. Сразу отмечу, Утильсбор будет пересмотрен. Но нужно избегать крайностей. Нельзя выбрасывать на ветер деньги, потраченные на развитие автопрома, и открывать свой рынок для откровенного импортного автохлама. Утилизационный или регистрационный сбор – это не самоцель. Главное – повысить доступность автомобилей и сельхозтехники для потребителей. Ожидаю соответствующей реакции от производителей и дистрибьюторов. Предварительный доклад правительства показывает, что оно на правильном пути находится. Для обеспечения доступным сырьем отечественных обрабатывающих предприятий нами были предусмотрены конкретные законодательные нормы. Это большой шаг вперед, без которого невозможно перейти на производство продукции среднего и верхнего переделов. Не секрет, что Казахстан экспортирует в основном концентраты и полуфабрикаты, а импортирует наоборот готовые изделия. Наш единственный металлургический комбинат по своему техническому состоянию и оснащению так и остался на уровне советского периода. Устаревшее производство, отсутствие добавленной стоимости, высокий производственный травматизм и ужасная экология – это далеко не полный перечень имеющихся там проблем. Наши горнодобывающие предприятия должны думать больше о производстве добавленной стоимости внутри страны, а не о вывозе сырья. Прошу правительство совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции принять пакет мер по демонополизации строительного рынка и его конкурентному развитию. Имена строительных компаний, которые постоянно выигрывают тендеры, а затем передают строительные проекты субподрядным компаниям, а те субподрядным компаниям, хорошо известны. Также хотелось бы остановиться на моей инициативе субсидирования арендного жилья. Она должна была заработать еще год назад. Но из-за нерасторопности, а может быть из-за саботажа, сотни тысяч казахстанцев до сих пор не получают этот вид поддержки. Чиновники долго пытались из простой и понятной инициативы по снижению затрат на жилье для наименее обеспеченных граждан создать очередной инструмент поддержки крупных строительных фирм. Повторю в последний раз, эта инициатива социальная. От БАС и банку и Министерству цифровизации нужно создать цифровую платформу, на которой должны зарегистрироваться те, кому положены субсидии, а также сдающие в аренду владельцы недвижимости. Люди, исходя из своих потребностей, смогут выбрать жилье там, где хотят, а не там, где им скажет акимат или застройщик. От государства социально уязвимым категориям граждан будет выплачиваться субсидия в размере 50% от арендной платы. А высвобожденные деньги семейного бюджета будут тратиться на другие нужды – продукты, образование и медицину. Поэтому надо начать прием заявок по этой системе. Даю такое поручение, не затягивая данный вопрос, нужно продолжать работать. Не позднее 1 мая эту работу завершить и доложить, как она выполняется. Далее. Одной из важных задач в части рационального использования земли является недопущение ее концентрации в одних руках. Я уже говорил об этом. Сегодня говорю именно о непроизводительной концентрации, когда берут земли побольше, но не вкладывают инвестиции. В ряде регионов решениями маслихатов размеры наделов утверждены без научно обоснованных подходов. В Атыраузской – 98 тысяч гектаров, Алматинской – 96 тысяч гектаров,
Восточно-Казахстанской области – 69 тысяч гектаров. Между тем, Министерство сельского хозяйства разработало проект постановления, разрешающий иметь в одних руках до 98 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Это выглядит как попытка закрепить текущие непомерные земельные владения людей, которые ими владеют, то есть зафиксировать их в качестве нормативной базы. Поясню, государство не против больших земельных участков. Это хорошо, в экономический оборот вовлекается больше земель, работает эффект масштаба, повышается конкурентоспособность. Однако должны быть жесткие встречные обязательства, ответственность за фактическое использование земель. Поэтому поручаю правительству создать рабочую группу с участием экспертов и научных институтов для определения предельных размеров земельных участков, которые нужно утвердить до 1 мая текущего года. Развитие энергетического комплекса. В прошлом году мы столкнулись с серьезным энергокризисом. Наблюдался дефицит дизельного топлива, авиакеросина, сжиженного нефтяного газа, электроэнергии. Это произошло из-за некачественного планирования, отсутствия контроля и злонамеренных действий отдельных лиц. Сегодня возникли риски дефицита товарного газа. В прошлом году «Казахгаз» не совсем продуманно ввел мораторий на подключение к газу новых промышленных объектов. В результате в ряде регионов отсутствует газ, необходимый для реализации новых проектов, в том числе высокотехнологичных и экспортоориентированных. В стране имеются все условия для дополнительного производства товарного и сжиженного газа. Но задача формирования сбалансированного и коммерчески привлекательного рынка газа никак не решается. Поэтому жду от министра энергетики конкретных предложений. Мы столкнулись с регулярными перебоями в работе системы энергоснабжения. Самый яркий пример – недавнее отключение электроэнергии на юге страны. Мы отчасти зависим от качества работы энергосистем сопредельных государств. Проблему энергетической безопасности страны нужно срочно решать. Я не понимаю, почему ответственные лица дипломатично уходят от ответов на вопросы о строительстве атомной станции. А ведь нужно прямо сказать, без чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику, не говоря уже об инвестициях, утратим региональное лидерство. Нам позарез нужна электроэнергия, причем атомная чистая энергия. Нельзя идти на поводу у популистов, которые не разбираются в экономических реалиях. Нужно профессионально разъяснять значение атомной энергетики. Нельзя замалчивать и роль цифрового майнинга. Мы видим, что социально-экономический эффект от производства криптовалют минимален. Массовых рабочих мест не создается, продукции как таковой нет вообще. При этом данная сфера потребляет электроэнергию как несколько областей. Причем отдельные недобросовестные майнеры подковерно пользуются тарифами, которые ниже, чем тарифы для населения. Не платятся налоги и пошлины на ввозимое оборудование. И самое главное, максимально используя ресурсы страны, эти дельцы монетизируют их в других юрисдикциях. Прошу агентство финансового мониторинга детально разобраться в данной ситуации. Необходимо выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты их деятельности. Прошу доложить до 15 марта. Еще раз обращаю внимание, государство не против белого майнинга. Но те, кто хотят работать в этой сфере, должны иметь соответствующую лицензию, получать электроэнергию по адекватным тарифам, декларировать доходы и выплачивать налоги, запускать проекты зеленой энергетики. Налоги на майнинг мы тоже повысим. Текущая ставка 1 тенге за киловатт мощности ничтожно мала. Поручаю правительству проработать кратное увеличение данного налога, причем в кратчайшие сроки. Правительству следует разработать полноценный пакет решений по регулированию и развитию цифрового майнинга. Результаты жду к 1 апреля. Необходимо коренным образом пересмотреть систему закупа медицинской техники. Это тоже большая проблема, поскольку данная сфера является высококоррупциогенной. Регионами системно завышаются сметы и цены на оборудование, тратятся огромные деньги на его сервисное обслуживание. Поэтому поручаю правительству перейти на централизованный закуп медицинской техники на базе СК Фармация. От бизнеса требуется налоговая честность и социальная ответственность. Одним из проявлений такого подхода являются пожертвования в фонд Казахстан Халкына. Я уже говорил, сегодня повторюсь, что его формирование должно идти в основном за счет крупной национальной буржуазии, хотя взносы других компаний,
включая иностранных инвесторов, приветствуется. Это не принудиловка, а шанс состоявшимся прибыльным компаниям и гражданам пожертвовать средства на благородные общенациональные цели. Идеология добросовестного труда, справедливого вознаграждения должна прийти на смену мировоззрению компрадоров, временщиков и иждивенцев. Это общая задача власти и общества, которая затрагивает социально-экономические аспекты, вопросы государственной политики, национальной идентичности и воспитания молодежи. Правительству поручается в двухмесячный срок предоставить предложение по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов.